Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вообще мы хотели бы от нашего лица, от лица наших партнеров, это газета «Республика», информационные партнеры, поблагодарить Алису за то, что она нашла время к нам прилететь, вернуться к своим корням, узнать много информации о коми-культуре, мифологии, этнографии, побывать в разных музеях Республики Коми. Исходя из того, вот сколько времени у нас есть, тайминг очень плотный, но мы уже много где побывали, конечно, не везде, где бы хотелось, но я думаю, что наше сотрудничество продолжится и выльется в, возможно, созданию коллекции одежды с коми-национальными элементами, связанными с разными направлениями абсолютно коми-культуры. Вот, поэтому мы хотели бы вас еще раз поблагодарить. Спасибо большое, что приехали. Вчера у нас уже прошло ряд мероприятий. Вы уже все об этом знаете, все уже написано. Сегодня у нас по плану еще посещение села Иб, и на этом мы закончим. Вот. Ну а для чего Алиса приехала, уже тоже ни для кого не секрет, создание коллекции, возможно, какая именно это будет коллекция, еще пока решения нет, какая концепция будет у коллекции, нет. Для этого Алиса и приехала, для того, чтобы погрузиться в нашу историю и понять, каким образом можно будет не только в Республике Коми, но и в том числе и в России, и на международном уровне представлять Республику Коми таким образом, чтобы одежда, которая будет создана при первом просмотре этой одежды, она уже, собственно, никогда не забылась, и чтобы эту одежду можно было хотеть одеть, хотеть подарить, хотеть иметь в своем гардеробе и дарить гостям, ну и так далее. Вот, собственно, для этого Алиса сюда и приехала. Вот. Ну и дальше, наверное, Алиса сама более подробно расскажет, какие это представляется, есть ли какие-то уже идеи, каким образом это все будет выстраиваться, ну и как долго это все будет происходить, и когда мы сможем все это увидеть. Я, безусловно, художник театральный, сценический, и в основном я всегда работала с артистами, все, что касается клипов, все, что касается сцены, концертов, а также сериалов, кино. Ну, какую-то информацию такую более подробную с фамилиями можно посмотреть в интернете, так чтобы я не повторялась. И, безусловно, я художник, который ориентируется на образность. И для меня очень важно тот посыл, который можно передать посредством фактур, тканей, сочетаний, цветовых сочетаний. И, как правило, безусловно, я обычно ориентируюсь на эмоциональный код той важной составляющей в костюме, которую, допустим, хотелось бы каким-то образом трансформировать в виде современного языка. Вы знаете, что художники могут трансформировать по-разному, да? Кто-то в графике, кто-то в живописи, кто-то в декоративно-прикладном искусстве. Вот я в таком формате, в костюмном. И в то же время, скорее всего, та коллекция, о которой мы сейчас говорим, она будет не совсем, даже при моем таком большом желании, мне бы, конечно, хотелось сделать какую-то кутюрную красивую коллекцию, потому что я в этом, как рыба в воде, очень люблю такие вещи. И, тем не менее, мы будем делать более прагматичный взгляд на этот предмет, потому что я думаю, что должны быть вещи, прежде всего, носибельные, стильные. Это вещи, которые должны в себя включать и климатические условия, и, безусловно, тот момент, чтобы их хотелось купить, и, прежде всего, местному населению, и, безусловно, тем, кто приезжает к вам в гости, и которые хотят какую-то частичку тепла, памяти о посещении Коми взять с собой. Мы не сориентировались еще так вот до конца, что это конкретно за ассортимент изделий будет, но, тем не менее, я думаю, что это куртки, возможно, джинсы, возможно, мне бы хотелось, чтобы это были какие-то стильные рюкзаки. Ну, то есть те вещи, которые мы носим ежедневно, те вещи, которые для нас удобны в обиходе, просто они, безусловно, будут сделаны с каким-то тем кодом Коми Республики, в котором будет со временем
читаться тот бренд, который будет узнаваться уже автоматически. Мы хотим, чтобы этот бренд в виде каких-то знаков, каких-то символов стал достаточно, знаете, не хочется говорить памятным, потому что памятное это что-то такое вот как бы все равно, как временно, знаете, какие-то медали. Мне хочется, чтобы это была история, которая может пролонгироваться, и к ней в дальнейшем присоединялись и местные дизайнеры, и присоединялись местные ремесла, чтобы это просто стало стильным, хорошим продуктом. Потому что многие знают, что когда мы куда-то приезжаем, мы хотим что-то купить на память. И, безусловно, это какая-то сувенирная история, но вот я знаю, сужу по себе, я человек прагматичный, я дева по гороскопу, и мне очень важно, чтобы эта вещь могла носиться, из нее можно было есть, пить, то есть она должна иметь какое-то конкретное назначение. И потому вот я за такую коллекцию, чтобы она была прикладная, чтобы ее можно было конкретно использовать, чтобы ее можно было носить, каким-то образом использовать в хозяйстве в своем домашнем, и чтобы она грела, я не знаю, там кормила, ну, короче, приносила какую-то конкретную пользу. И если история такой разработки, такое брендирование края, брендирование, значит, на основе таких ярких этнических образов у нас состоится, то, безусловно, в дальнейшем это будет уже, знаете, как вот все знают знак качества, да, с советских времен. И не надо о нем рассказывать, не надо о нем что-то дополнительно объяснять. Вот я бы хотела, чтобы вот Коми край обрел такой, какие-то некие несколько символов, самых таких базовых. Мы, к сожалению, при всем многообразии, которое я наблюдала, и на которое я, конечно, как художник западала и эмоционировала, мы, к сожалению, не можем позволить себе делать достаточно многого из этого увиденного в ассортименте, потому что тогда будет такой разброс и шатание. Это будет просто отвлекать от какой-то самой главной сути. Мы, безусловно, будем делать, может быть, даже конкурс, да, вот из каких-то основных базовых элементов, чтобы мы понимали, что даже для местных является самым таким ярким языком любви к этому краю, да, вот что может быть самым знаковым. И, конечно, будем делать акцент уже на эту деталь. А уж эта деталь у нас будет гулять просто по всем возможным вариантам. Это касается, я надеюсь, что это будут и принты, и вышивки, и какие-то, возможно, теснения по коже, и это элементы будут на футболках, на майках, кружках, посуде и так далее, и так далее. Я думаю, что это войдет в итоге в каждый дом, ну, безусловно, всех вас. И надеюсь, что в те дома, в гости которых вы будете приезжать, привозить что-то отсюда, и те люди, гости, которые будут приезжать к вам, будут с удовольствием увозить отсюда вот эту частичку символа вашего края. Я добавлю, мы вчера проговаривали, и сегодня будем проговаривать. Мы рассматриваем вопрос, если у нас вот эта поездка и последующие все удачно будет, и будет Алисой рожден стиль и коллекция, мы рассматриваем возможность представить ее не только жителям Республики Коми и нашим гостям, но и представить ее в наших финно-угорских регионах, в Венгрии, Финляндии, может быть, в Эстонии. Я в основном всегда занималась разработкой имиджа и стиля, работая с самыми известными артистами. Потому для меня понимание имиджа и стиля, как бы, это очень такая органичная история, несмотря на то, что это не кутюрные костюмы, а как бы брендирование. И плюс надо понимать, что поскольку я сама из Коми, я по национальности не Коми, но я родилась в Воркуте, и для меня это своего рода, знаете, как такое замыкание круг, вот что я вдруг делаю что-то для Коми края. То есть для меня это трепетно и очень символично. И я, конечно, с большим удовольствием и с большим уважением буду относиться к символике, к тем деталям, о которых рассказывали, о тех нюансах, о которых рассказывали и в легендах, и в исторических артефактах. Так что надеюсь, что у нас появится новый символ.